Добрый день, уважаемые наши друзья! Я хочу с вами разучить старинную бурятскую песню тункинских бурят «Арсиндун» — застольная песня. Давайте сначала разберем, как нужно его спеть. Медленно, с расстановкой, и потом будем все вместе петь. Будет текст такой: «Далонг унгин сесеутсо, дондасинь яжа талхабиб, дула зуала гхдетне, дуритне яжа талхабиб». Я сейчас спою вам примерно, как надо его спеть. Далонг унгин сесеутсо, дондасинь яжа талхабиб, дула зуала гхдетнел, доретнел яжа талхабиб. Вот такая песня. Сейчас мы разберем, как надо его спеть. Начнем с первой строчки. Медленно. Далонг унгин. Вот два слова, да? Разбираем его. Далонг онг. А мы вот этот мелизм делаем так. Смыкание голосовых связок, мышц голосовых связок на вдохе, да? Далонг. Вот так, если еще медленно. Далонг унгин унгин. Следующее слово сесегутсо. Сесегутсо. Разбираем это. Сесегут. Сесегут. Со. Сесегут. Со. Теперь споем всю эту строчку. Далонг унгин сесегутсо. Значит, здесь все мелизмы, которые мы пропеваем, они будут именно на смыкание четкое мышц голосовых связок. Вот такое упражнение, если вы будете делать. И потом его, если мы четко смыкаем, то потом можем мягко делать. Дальше следующую строчку поем. Дондасинь яжа талхабиб. Дондасинь. 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 Если мы его разбираем. Инь. Инь. Яжа. Яжа. Еще медленнее, если. Яжа. Еще раз. Яжа. Мы видим, что здесь четкое смыкание идет, да? Яжа. Мы должны вот этот мелизм его постепенно тренировать, чтобы и его скорость увеличивать, для того, чтобы он уже
совершенно свободно, чтобы вы могли его исполнить. А если мы будем сначала делать потом уже мягко поем Дунда синьяжа, Дунда синьяжа. Последнее слово. Тахал хабиб. Тахал хабиб. Еще медленнее, если берем. Тахал хабиб. Значит, споем 2 строчки. Медленно, в медленном темпе. Далан унген сесегутсо Донда синьяжа Тахал хабиб. Если мы его чуть быстрее, то есть смыкание этих мышц мы делаем более мягче, будет звучать примерно так, тоже медленно. Далонген сесегутсо Донда синьяжа Тахал хабиб. Переходим к 3-ю, 4-ю строчку. Мелодия чуть-чуть меняется. Дула зугала гехедетане. Разбираем эту строчку. Дула зугала. Еще медленнее. Дула зугала. Можем еще медленнее. Дула зугала. Повторяем. Дула зугала. Теперь его чуть быстрее и мягче споем. Дула зугала. И следующее слово гехедетне. Гехедетне. Еще раз. Гехедетне. Еще помедленнее. Гехедетне. Вот видите, что здесь идет на этих мелизмах очень четкое смыкание вот этих мышц, да? Гехедетне. А если мы его чуть убыстряем, гехедетне. Еще убыстряем, более мягче. Гехедетне. Чтобы прийти более к мягкому, нужно обязательно сначала пропевать именно четкое смыкание. Иначе, если вы пока это не, то есть вы не отработаете четкое смыкание, потом она дальше, если будем мелизм пробовать делать, то это она все сгладится и исчезнет, все эти ноты исчезнут. Дальше поем 4-ю строчку. Дуритне яжа тахал хабиб.
Дуританел яжа тахалхавип. Медленно. Дуританел яжа тахалхавип. Еще раз, еще медленнее. Дуритне яжа тахалхавип. Мы тоже опять же замечаем, что во время исполнения всех этих мелизмов четкое смыкание на вдохе идет, да, обязательно И надо все время делать упражнения, чтобы у нас мышцы, они привыкли смыкаться и переходить с одной позиции на другую очень быстро. И если сначала мы делаем медленно смыкание, потом надо его все время этот темп ускорять, скорость нарабатывать, тогда уже мышцы наших голосовых связок, они уже научатся очень быстро переходить с одной позиции на другую. Так, значит, четвертую строчку, да, еще раз смотрим, слушаем. Дуритне, 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 яжа, яжа, тахалхавип. Если споем все третью, четвертую строчку медленно, будет звучать так, медленно, на четком смыкании наших связок поем, да? Дула зугала гехедетне дуритне яжа талхабиб. Так, попробуем еще раз медленно, но уже более смягчаем наше смыкание, да, во время исполнения мелизмов. Дула зугала гехедетне дуритне яжа тахалхавип. Притом, когда мы делаем мелизмы, это зависит уже от степени, уровня мастерства исполнителя. Он может либо один мелизм, либо два мелизма сделать, либо еще больше украшений сделать. Как это уже индивидуально, все от исполнителя зависит. Так, давайте тогда мы споем медленно, с четким смыканием, все от начала до конца 4 строчки. Далонг ungen сесегу отцо дондасень яжа талхавип. Дула зугала гехедетне дуритне яжа талхабиб. Итак, мы сделали медленно, все разложили, поэтому лучше начать вот с такого варианта. Медленно просчитать все эти наши смыкания в каждом слове, да, и все пытаться вот эти смыкания выпевать, исполнять обязательно.
И потом в таком же, значит, ракурсе мы поем с четким смыканием, немного убыстряем. К примеру, как это делаем? В чуть убыстренном темпе с четким смыканием. Долонг 응 세세굿소 돈다시니야자 탈하빕 둘라즈갈라 게헤데트네 도렛넬 яжа талхавип. Вы поняли, что где-то смыкание идет четко, равномерно, и где-то она удваивается темп. Теперь то же самое мы споем уже наше четкое смыкание, смягчаем. долонгeng 세세굿소 돈다시니야자 талхавиб 둘라즈갈라 게헤데트네 도렛넬 яжа талхавиб. Вот так. Если перевести смысл этой песни с бурятского на русский язык, будет звучать так. Первые две строчки. Среди 7 цветов, 7 разных цветов, как же мне сорвать средний цветок? Либо средний лепесток, либо средний цветок. Третья, четвертая строчка. Если вы меня просите спеть, станцевать, как же мне вашу надежду на то, что я исполню, как же мне это его не потерять, или как же мне это сделать для вас. Вот так звучит это текст, этот куплет. Вот. И надеюсь, что этот урок вам будет очень полезен для тех, кто хочет научиться петь старинные застольные тункинские песни. Спасибо. Желаю удачи всем.